Собираемость налогов, реализация национальных проектов, решение проблем населения. Главные вопросы, которые поднимались на встрече главы республики и мэра Назрани. Так, Урсхан Евлоев сообщил, что собственные доходы города в этом году составили около 240 миллионов рублей. Это чуть более 78% годовым назначением 2022 года. В этой части администрации Назрани регулярно проводятся рейды по выявлению неформальной занятости. Собственных доходов более 240 миллионов и безвозмездные перечисления с республиканского бюджета составляют на сегодняшний день это где-то 24 миллиона рублей. Кредиторская задолженность на 1 января 2022 года составляла где-то 257 миллионов. Мы погасили 79 миллионов. На сегодняшний день кредиторская задолженность у нас составляет где-то больше 170 миллионов рублей. Откуда столько? Это в основном где-то 15-19 года, там и МРСК, и Газпром, и вся кредиторка, которая нам досталась такое наследство. И за это каждый день вот эти судебные решения, которые приходят, мы каждый день с этим боремся. Но, как правило, происходит так, что уже есть руки обжалования, у многих проходит, и получается такая вещь. Но я думаю, что мы его в скором времени уже погасим и можем уже дышать более спокойно в этом направлении. В скором времени, когда вы погасите? Мы сейчас отрабатываем там несколько вопросов, разговаривали с председателем правительства, возможность там может быть какого-то одного из 5 решений, это взять какой-нибудь там беспроцентный кредит, если это будет возможно. А так мы распределили на 3 года всю эту кредиторскую задолженность, постараясь, если не наращивать ее, то за 3 года мы сможем полностью выйти уже в ноль. Глава региона призвал градоначальника более результативно проводить работу с населением и предпринимателями в сборе налогов. Махмуд Али Калиматов отметил, что с населением необходимо активно работать и просвещать их в налоговых вопросах. Один зам, еще 4-5 человек, и у них одна задача – доходы. И они должны, вот с утра на работу пришли, вот этот зам, и он пошел по улице. И надо будет сказать, знаешь что, материалы пойдут в налоговую, материалы пойдут в прокуратуру, где подведомственно. У вас 20% получается платят, грубо скажем, а вот 80% у вас не платят. А почему эти люди вот 20 платят за всех? Надо объяснять людям. Вот ты не даешь деньги, а дорогу я туда должен положить, трубу тебе проложить, столб тебе поставить. Так вот я за счет, вот они платят, а вы не платите, но я общего пользования делаю. Поэтому вы не воруете вот у этих, кто добросовестный плательщик. Нахацани Бог би я хочу. Второе. Идет кровь. У тебя? Да, водоканал, да. Вот тебя нету. Дальше выяснили. Во-первых, бойни там нет. Помещения этого даже не существует. Адреса нет. Там же столько надо справок. Надо проверить все бойни. Все торговые точки мяса. Значит, Роспотребнадзор. Писать. И вы пока не будете тормошить прокурора, вы туда должны писать. И, кстати, в суд, по закону, если вы факты ему направите, он обязан идти в интересах государства и муниципалитета в суд сам. А вы как третье лицо можете. Сядьте, разберитесь. Махмуд Али Калиматов также поинтересовался, как проходит процесс переселения жителей города из ветхого аварийного жилья. Это было 240 семей, не жителей, 240 семей. Из них осталось переселением 41 житель, это и собственники, и эти жители из этих 2 общежитий. Но не решен вопрос именно собственникам. Это еще 2 дома, это не жители общежитий. Они сейчас все находятся в суде, только по решению суда мы будем переселять. Значит, судом надо работать каждый день. Мне надо решение судов, вступившую в законную силу. Тогда считается решение суда. И надо доходить до Верховного суда России. Нельзя оставаться после первой инстанции. Вы потом бросаете и все сидите.
Глава субъекта обратил внимание на вопрос эксплуатации газового оборудования в жилом секторе и объектах предпринимательства. Горький опыт показывает, что много людей гибнет от взрывов бытового газа. Последний такой случай произошел в Назрани. В торговом центре не должно котлов быть, они были за пределами. Он 2 котла поставил за пределами этого здания, которых не подключил, воровал газ. Первое, незаконно помещение. Второе, цокольный этаж и подвальный не имели права находиться детские комнаты. Игровые. Только со 2-го этажа и дальше. Игровые. Вот, он нарушает, поэтому, опять же, еще раз, кто курирует ЖКХ, все объекты торговых центров, во-первых, заодно, законно после незаконно, бери специалиста, выделяй, и вот в течение месяца, январь, февраль, середина, к 15-му, обойди все те вещи, где, вот сейчас зима, где незаконно это. На встрече также обсудили реализацию национальных проектов. Урусхан Евлоев сообщил, что в следующем году планируется строительство 2 школ и 1 детского сада на территории города. По проекту формирования комфортной городской среды в этом году благоустроены 4 общественные территории, в том числе был создан первый в регионе скейт-парк с волейбольным полем рядом с городским прудом. А для благоустройства в следующем году по итогам онлайн-голосования выбраны 4 территории, среди которых 3 сквера. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен капитальный ремонт 6 дорог. Также до конца 2023 года в городе появится первое в республике колесо обозрения. Общий объем инвестиций составит 108 миллионов рублей. Муслим Ганиев, Новости 24.